Признание – это не то, ради чего мы строим государство. Мы не должны зацикливаться на признании, мы должны всесторонне развиваться, говорит один из участников телемоста Мурат Джиоев, полномочный представитель президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию. Между тем, по его словам, в августе 2008 года произошло великое и печальное событие. Признание России стало итогом 5-дневной кровопролитной войны. С абхазской стороны в телемосте принял участие помощник президента по международным делам Максим Гвинджи. По его мнению, Абхазия и Южная Осетия стали независимыми гораздо раньше 2008 года. Тот справедливый акт признания нашей независимости, который состоялся в 2008 году, он не упал на нас с неба. Это было заслуженное признание. Мы заслужили это, мы долго к этому шли. И, к сожалению, такой очень высокой ценой пришлось за это заплатить нашим братьям-осетинам в 2008 году. Весь мир смотрел на вас. Весь мир смотрел на то, как агрессор пытается уничтожить целый народ. Я иногда, знаете, мысленно представляю, а что было бы, если бы у Грузии получилось бы в 2008 году захватить Осетию, разбомбить там Рокский туннель. И сегодня мы бы апеллировали ко всем международным организациям, и никакое международное сообщество не смогло бы защитить права осетин и абхазов. Никто бы нам ничего не смог дать. На вопрос юго-осетинского журналиста о том, как реагировать на требования Запада отозвать признание Южной Осетии и Абхазии, Максим Гвинджи ответил шуткой, так как и эти требования воспринимает как шутку. Вот вы видите, на камеру у меня на голове очень мало растительности становится со временем. Я недавно очень сильно от всей души захотел, чтобы у меня было больше волос. И чтобы я стал моложе, на лет 20. К сожалению, невозможно вернуть время назад. Реагировать на такие заявления я даже просто не знаю. Я даже считаю, что это можно оставлять без реакции. На вопрос о перспективах более широкого признания независимости двух республик Гвинджи ответил, что считает этот процесс перспективным, так как есть страны, готовы это сделать. Но куда важнее, по его убеждению, не сам факт признания, а международные отношения, в частности торговые, которые уже налажены и даже без признания. Этот процесс перспективный, и он имеет большую перспективу. И признание, широкое признание независимости наших государств не за горами. Помимо всего, у нас очень много друзей и союзников, которые пока по определенным причинам не могут признать нашу независимость. Но с этими странами все равно можно уже сегодня вести коммерческую взаимовыгодную деятельность. И эти страны готовы нас признавать экономически, что тоже важно. И на этом этапе мы можем работать в этом направлении и очень успешно. В итоге обе стороны пришли к выводу, что самое главное – это развитие государств и государственности, а широкое признание – лишь вопрос времени. Марианна Котова, Абаза ТВ.